История святых мощей Иоанна Златоуста полна тайн и исторических событий. Святой Иоанн – один из 3 вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. В это солнечное и теплое утро прошла передача его мощей в дар Абхазской православной церкви по личной инициативе нашего соотечественника Владимира Кокоба. В ходе церемонии прозвучали молитвы и была проведена служба с церковным причастием. Для верующих это большая радость и надежда на благословение. Наверное, Бог так управил, это какая-то миссия. Я сам себя не направляю, у меня получается. И я это делаю. Я с большой радостью везу это на мою родину, к моим родным, всем близким. Я люблю мою Абхазию. И если я живу в Москве или в России, я никогда не забываю, каждый день мои мысли здесь о моем народе, и о моих друзьях, близких, родственниках и обо всех. Передача мощи святого Иоанна Златоуста совпала со святым праздником святого Михаила. Для Абхазской церкви это событие имеет особую значимость. Святой Иоанн Златоуст скончался в Каманах в 407 году на пути к месту ссылки. Перенесение его мощи из Каман в Константинополь свершилось в 438 году, но все это время он покоился в тяжелом каменном саркофаге, который хранится в Каманском монастыре, как одна из святынь. Служители Абхазской православной церкви благодарны за такой ценный подарок. Также мы благодарим раба Божия Владимира, что с Божьей помощью возвратились мощи Иоанна Златоуста. Как вы знаете, в IV веке он здесь жил в Абхазии, почил, и предсмертное слово он сказал: слава Богу за все. Также мы должны всегда благодарить Бога за все, что с нами происходит, чтобы мы могли жить по тем заповедям Божьим, которые Господь дал каждому из нас. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Так что мира всем нам, здравия, спокойствия и любви, и во всем, всех делах наших, чтобы Господь презрел и помогал всем нам. Теперь каждый верующий сможет прикоснуться к этой величайшей святыне. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.